Так, а теперь как слышно? Теперь как слышно? Раз, раз, раз. Тауыш бар ма? Хәзер бармы, юкмы тауыш? Раз, 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 раз. Вроде показывает, что есть. Бармы, юкмы? Булмаса, демәк, башкасын итәрбез, да? Раз, раз. Бар дип күрсәтә. Яхшы. Рәхмәт. Значит, дорогие друзья, небольшая заминка техническая. Рахмат. В общем и целом, надо понимать, что мы находимся, мы находимся с вами в том положении, когда мы можем прямо говорить о том, что Татарстан находится в ситуации захваченной территории и захваченного народа. Это не громкие слова, но это констатация определенных фактов. Потому что со многими людьми мне приходится общаться, и с нашими соотечественниками, которые откликаются на наши призывы и на эфиры, и выходят с нами на связь, обмениваются своими мыслями. Спасибо им за это. Сегодня буквально накануне эфира мы тоже обменивались с нашим соплеменником Милләттәш белән. И есть интересные мысли, проекции. Все это очень хорошо, правильно. То есть мы находимся в правильном направлении. То есть коммуникация, взаимодействие, багланыш, как говорится, это уже тот минимум, который необходим нам для того, чтобы возродить свою политическую и историческую субъектность. Так вот, при этом очень много, скажем так, с внешнего плана восприятий татар, что вот это должны, то должны. Да, конечно, должны. Все сдает. Кто бы спорил. Однако надо прекрасно понимать, что пока большая часть наших соплеменников находится в плену или в заложниках, требовать от них максимального проявления себя, ну это просто наивно. Потому что если человек находится в тюрьме, вы не можете от него требовать того, сего, пятого, десятого, да, зная, что он ограничен в своих передвижениях, в своих действиях, возможности говорить, за возможности соучаствовать в каких-то общих проектах. То есть это все, как мы понимаем, достаточно объективно. А вот уже когда человек на воле, на свободе, тогда да. Сверх того, что касается так называемого большинства, можем ли мы предъявлять к тем людям, которые действительно жестоко оболванены, которые находятся под жесточайшим гнетом, манипуляцией, давлением со стороны власть имущих, предъявлять такие же требования, как мы предъявляем, например, к себе? Ну, тоже нет, конечно. Но мы же не можем, например, человека там, академика, там, политически активного, предъявлять такие же требования и к человеку, который живет в селе, который с утра встает, вечером ложится, как говорится, ни минуты отдыха не видит, а вот пашет, 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 пашет. Естественно, что его мышление, оно никак не сравнится с мышлением этого академика. Или уровень образования, уровень свободы, уровень возможностей. Это разные единицы, разные плоскостя, разные поля. То есть нельзя всех мерить одной гребенкой или зачесывать всех под одну гребенку. Это неправильно. Но некоторые люди пытаются это делать, говорить о том, что вот вы все как виноваты, вы все ничего не делаете. Да, абсолютно это не так. Абсолютно это не так. И где-то мы вправе обвинять, предъявлять претензии нашим соплеменникам, но где-то должны быть и объективны, должны смотреть как есть, а не просто поддерживать этот всеобщий хор, гвалт, что вы все виноваты. Виноваты в чем, интересно? Почему мы должны быть виноваты наряду с остальными? Кто привел Путина во власть, что это мы, строили эту путинскую систему, эту империю, как раз-таки мы сопротивлялись ей на протяжении столетий. Ну да, наших сил, наших возможностей не хватило
но и цену мы понесли соответствующую за это. Нашу историю уничтожили, нашу систему образования убили, язык уничтожают, людей убивают, русифицируют, маргинализируют. Наши природные ресурсы забрали, по факту республику демонтируют, ну и так далее и тому подобное. Этот перечень можно перечислять и дальше. И после этого говорить, что мы, которые заплатили такую большую цену, виноваты в чем-то. Ну, я считаю, что здесь абсолютно, как минимум, подход неправильный. Да, вот верно пишут, пытаются сделать нас вместе с так называемым русским миром виноватыми во всем. Не получится. Не получится. Потому что должен получать по заслугам тот, кто реально в этом принимал участие. Кто получал профит от всего этого. А какой профит мы получили? Какой? Никакого профита нет. А вот пытаться говорить, ах, вы там сидите, ничего не делаете, вы, значит, тигутрасас, значит, башаразнакутармисас, это претензия абсолютно левая. Я объяснял, почему. Почему те же самые люди, которые предъявляют эти претензии, те тряпочку молчали, когда в 90-м татары и остальные народы боролись. Там век назад, я уж не говорю, это как бы слишком далекая история. Но вот совсем недавно, что эти люди вставали или эти народы протягивали руку помощи татарам и говорили, дорогие друзья, у вас там проблемы, вас притесняют, школы закрывают, ваших людей сажают, мечети сносят и все остальное, чем мы можем вам помочь? Может, что-то они говорили на этот счет? Нет. Все скормились с путинского стола, а теперь предъявляют нам. Не получится. Не получится. И те люди, которые от имени татар тоже пытаются этим заниматься, я вам скажу, дорогие друзья, эти люди по-настоящему предатели. Потому что ради того, чтобы понравиться там кому-то, пытаться представить всех татар виноватыми, это, знаете ли, называется предательством. По-другому никак. Вместо того, чтобы защищать интересы татар, они защищают там чьи-то другие интересы и пытаются сказать, да, 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 вы правы, они такие, сякие, плохие. Он говорит, вот там татары ассимилируются, язык забывают. Ну, это правильно, так и есть. Но если вы хотите быть объективными, давайте будем дальше объективными. На протяжении порядка 500 лет смогли сохранить свой язык, религию, там, идентичность, хотя ничего у нас не было. То есть ни мечети, ни школ по факту-то. Да, при этом сохраняли, при этом большинство мечетей на территории так называемой Российской Федерации построен татарами. Книгопечатание сделано татарами, да. Кураны печатали в Казани, да, так называемый Казан Басмасы. А почему никто не говорит о том, что татары дисперсно расселены от стран Балтии до Сахалина? Даже этот пролив называется татарский. А вот вы попробуйте сохранить все это наследие, когда школ даже нельзя иметь, как все это сохранять? Вот как? Когда даже те люди, которые пытаются там что-то делать, они попадают под пресс и под каток репрессий. При этом что-то смогли сделать, сохранить, смогли свою политическую субъектность, как я уже говорил, выразить в конкретных формах. Ну, ведь нету теперь этих возможностей. Мы-то воюем с этой империей почти 500 лет. Почти 500 лет. Добровольно мы в состав
империи не входили, я напомню. Отдельные народы входили, называть не будем. Но татары не подписывали никакого договора. И добровольно не входили. И сопротивлялись до последнего. За это их третировали, били. Даже Кавказская война – это 150 лет. 150 лет назад. Мы воюем почти 500 лет. Сохранились, не умерли еще. Да, теперь сложный период. Глобализации, манкуртизации. Но и не такое переживали, иншалла. И это переживем, иншалла. Главное, чтобы было ядро объединяющее, идея и политическая воля. Все остальное, она приложится. Эта империя не вечна, она будет разрушаться, понятно. А самое главное, идея, дискурс, потому что без политического дискурса все остальное, оно не будет схватываемо. Все остальное, оно не сможет структурироваться, дорогие друзья. А не идея, вот какая идея она должна быть. Вот это самое важное. Поэтому и мы с вами говорим о необходимости вот этого вот самого взаимодействия. Но ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не показывать себя и не делать вид, что мы такие вот мискины, жалкие. Ни в коем случае. Гайрат лилик, достоинство и честь должны быть впереди всего. Высоко поднятая голова, даже если у вас большие проблемы. Не жаловаться. Вот достоинство с тем достоинством, с которым наши предки выносили все страдания и мучения. Свидетельства есть хроникеров, русских, даже летописцев, как татары, отказываясь креститься, их топили в холодном пруду. Топили, но они отказывались, им говорили, вот сейчас крестись, все, и мы тебя отпустим, восвоясь. Нет, они шли. Те, кто не смог уйти, они принимали мученическую смерть. И теперь мы, ощущая какие-то трудности, самые небольшие, бытового характера на фоне того, что было, это просто детский сад. И неужто мы должны отступать? Неужто мы должны быть разобщены? Неужто мы должны ориентироваться на какие-то внешние, так называемые культурные ценности, песни, пляски и так далее? Неужто это то, что у нас осталось от всего нашего великолепия, от всей нашей культуры, я извиняюсь, истории великолепия? Вот это, что ли, песни Бялиш и Чак-Чак? В сотый раз я вопрошаю нас. Почему мы постоянно говорим, что вот мы вот это вот Чак-Чак и песни, все. Это же самоограничение. Понимаете, это же сознательно навязывая нам нарратив. Татары это вот Келяпуш, пару песен, вот Чак-Чак и все. Но это не так. Это вообще побочные продукты все. Это вот как бы вот так. Знаете, как говорил и Марк Твен о том, что так называемая цивилизация это то, что выразилось в отмене нашего исторического такого экспансионистского хода в сторону комфорта. А вот мы захотели жить комфортно, мы это назвали культурой или цивилизацией. И вот как бы, тщательно оберегаем. Мы оберегаем не культуру, мы оберегаем наш комфорт. Наш комфорт. Не более того. А чтобы освободиться, нужно выйти из зоны комфорта. Это уже каждый школьник знает эту заученную мантру. Надо выйти из зоны комфорта. Ну, это действительно так. Даже ростку, чтобы там цветочку расцвести, ему нужно пробиться сквозь землю. Когда-то он что-то пробивается и через асфальт, и через бетон даже ростки пробиваются. Вот вы можете даже всей своей мощью этот бетон бить, и ничего с ним не сделаете. А вот этот вот маленький росток, ну, у него настолько витальность, настолько потенциарность, то есть потенция к силе, что он пробивает это все. Так что абсолютно не стоит посыпать голову пеплом
первое. А второе, идти на поводу у этих вечных нытиков, приспособленцев и пораженцев. Это они накачивают и они навязывают нам эту пораженческую доктрину. Ни в коем случае. Есть проблемы. Естественно, мы не говорим, что проблем нет. Мы с вами здесь их обсуждаем и ищем вместе пути их решения. Но при этом, если мы об этом говорим, если мы с вами еще живы, если у нас есть возможность говорить, репрезентировать, вокализировать это, то обязательно за дискурсом следует политическая проекция. Обязательно. Без этого никак. Поэтому, смотрите, все-таки я сторонник того образа операнди, что мы все-таки имеем очень важную кочевую традицию. Так ведь? Смотрите, сейчас зачитаем. Соответственно, мы не должны теряться в каких-то сложнейших условиях. Что я имею в виду? Что для нас трудности, как вот раньше для кочевника, да? Вот смотрите, опять-таки. Город для кочевника не идеал оседлости, а добыча, если он чужой, или элемент инфраструктуры. Я зачитываю то, что писал. Если построен для нужд Орды. Оседлость в глазах кочевника состояние презренное. Вот идея того, что мы сельская нация, хотя это не так. Она тоже навязана нам. Сельская она стала потому, что вынуждены были убежать. А в Золотой Орде было огромно, более сотни городов. Более сотни городов было. Это цивилизация городская была по своей сути. Но ее строили кочевники для надзора. Да? Татары, ругая провинившихся детей, это Герберштейн пишет. Татары, ругая провинившихся детей, проклинали их, чтобы тебе, как христианину, оставаться всегда на одном месте и нюхать собственную вонь. Представляете? Такая четкая заметка. Потому что такое кочевье? Это свобода. Это свежий воздух, да? Дух свободы ты чувствуешь это, когда выходишь вот на эту бескрайнюю степь. И тебя ничто не останавливает. Поэтому свобода у нас на генетическом уровне. Власть хана определяла судьбу городов. Их захватывали, строили, разрушали и переносили. Не ради оседлости, а ради интересов Орды. Что такое Орда? Это и есть кочевой миллят. Ну, не такого цыганского типа, конечно, да? А именно нация в походе. Город в степи мог быть осевшим обозом, огороженным гаремом, невольничьим лагерем, архитектурой престижа, сарай и так далее. Резиденцией дипломатии, хозяйственной колонией, узлом торговли, что часто так и было, военной базой они совмещались, объектом военно-дайнического промысла. Его функции диктовались не потребностями горожан, а волей кочевников. В степном городе ковали, растили и строили не то, что выгодно ремесленнику, а то, что желал кочевник. Он был главный социальный заказчик. Значит, дальше пойдем. И так, куда-то убежала, но сейчас найдем. То, что мы с вами определяем как да, вот смотрите. Дальше. Охотник, кочевник, воин постоянно имеет дело с угрозами и рисками. Да? Для него страх не гнетущая неизвестность, а привычный инструмент. Страх. То есть
страх не в смысле боязнь, а в страх в смысле то, что он с чем сталкивается непосредственно. Управление страхом – ключевая технология кочевника. Преобразованный в агрессию, направленный на жертву, страх расчищает путь лучше копья и меча. Подгоняемый нарочитыми актами жестокости, страх мчится впереди кочевой орды и подавляет волю защитников крепостей. При виде парусов викингов и знаменов кочевников, тюрков, жители городов нередко сдавались без боя, пускались в паническое бегство и даже кончали жизнь самоубийством массовым, как случилось при взятии монголами Пекина и Ганджи. Для оседлой, вот, кормящей культуры, кочевая модель безопасности чужеродно амбивалент, двойственно, поскольку содержит в себе как защиту, так и угрозу. Эта безопасность начинается с опасности, с набега орды. В борьбе за селение кочевник сражается не с земледельцем, а с прежним правителем земледельца, тоже кочевником, и судьба оседлой общины решается в конечном итоге в схватке кочевников. Вот в чем дело. Недавний враг агрессора вскоре превращается в покровителя защитника, так как локальная общность чаще признает право победителя, чем хранит верность прежнему покровителю. Отныне очередной свой кочевник защищает село или город от чужих кочевников, берет на себя роль миротворца и пастыря оседлой культуры. Земледелец, конечно, мог не любить кочевую власть и даже проклинать ее, обычно постфактум. Но он умеет смиряться с этой властью и считать ее залогом безопасности. Ему ближе психология единства стадности с опорой на волю пастыря. Психологически для земледельца чужеродная кочевая модель безопасности несет не преодоление страха, а его подавление. Кочевник монополизирует страхи земледельца, а земледелец с готовностью отдает их на милость победителю господину. Вот здесь определяющий момент. Это то, что описывал еще Гегель, да, в модели раб-господин. Дальше. Посему динамика всегда доминирует над вялой статикой. Поэтому мы всегда находились вот в режиме хиджри постоянного движения. И это неплохо, это наоборот хорошо. Это вибрирует в нас тот самый исторический ракурс завоевателей и покорителей. А вот оседлый, он всегда покоренный, всегда. Для кочевника-покорителя граница была не препятствием, а искушением нового. Он находился в постоянном хиджре движении, как я уже сказал. Да. В отличие от средневекового путешественника-европейца, для которого пересечение границы сродни подвигу, кочевник всегда трансграничен. В кочевом сознании понятие путешественник нелепо. Он не путешествует, он сдвигает границу, он делает хиджру, исход. Он не путешествует, не по путям ходит. Ибо он находится в этом состоянии перманентно. Не границы его ограничивают, но только смерть или нет. То есть, дорогие друзья, что мы здесь говорим? О чем мы здесь говорим, самое главное? Нам необходимо вот всю эту нашу историческую сферу перенести в сферу настоящего. То есть нашу как бы формальную слабость, уязвимость превратить в силу. То есть мы занимались и в хиджре, всегда занимались вопросами распространением веры, ислама и знания, гилема, да? Поэтому и в Коране Всевышний говорит: мы создали вас абаду, фаарафу, абаду, служению, фаарафу, знанием, да, чтобы вы познавали. Откуда слово маариф, например, то, что у нас в татарском тоже есть, как маариф, как просвещение, система образования. Но арафу
То есть и образование слова, да, само образование. То есть вы что-то выстраиваете там, например, в немецком Ausbildung, то есть, ну, слово build, да, строить. Это всегда как бы концептуально вы познаете, не просто познаете, у вас там набираются какие-то файлики, но вы строите картину мира. Сначала в мышлении, потом в политической плоскости. И для нас очень важно, что вот это вот хиджра, этот исход и постоянное такое кочевание, скажем, политического свойства, это не бесцельное блуждание, а именно конкретное вертикализированное действо по выстраиванию, по вот, распространению технологий, знаний, света, веры и политического дискурса. Вот поэтому мы, как бы где бы ни находились, должны объединяться. Потому что любая орда, вот орда, кочевники, тюрки, они всегда были в меньшинстве по отношению к тем, кого покоряли. Но из-за того, что они были мобильны, хорошо слажены, объединены, бесстрашны и прекрасно знали, на что они идут, они били всех и вся. Так ведь? Так. Теперь, это я, извините, как бы не хотел э, той самой концептуальной частью заниматься, но вот пришлось сделать такую вводную тему, потому что меня сильно беспокоит вот пораженческие настроения и попытки вот переложить, с нами ничего не получится, это вот кто-то есть хороший, а вот мы плохие. И вот это вот опять-таки попытка высекать себя как унтер-офицерская вдова, дело бесполезно. Теперь вот есть, значит, скинули нам новости интересные. Правительство Татарстана Рустама Минниханова выступил на деловом форуме Татарстан Чунцин, который прошел в крупнейшем китайском мегаполисе. Минниханов отметил, что российско-китайские отношения достигли уровня стратегического партнерства. Роза, какие кочевники? Мы татары, не казахи, мы давно уже не кочевники с 8-10 века. Вы, видимо, не совсем понимаете, о чем я говорю, уважаемая Роза. Кочевник – это не тот, кто постоянно кочует. Потому что, еще раз вам говорю, татары проживают на всей широне Евразии. Ни один тюркский народ так не проживает. Это кочевье, это не значит, что должен кочевать туда-сюда, туда-сюда. Это говорит то, что ты сходишь с своего места и несешь туда дискурс. Татары 75% проживают за пределами Татарстана. В Казахстане, Узбекистане, где только нету. Куда только не отправлялись. Вот в чем смысл хиджры. Кочевье это хиджра. Это не кочевье со скота. Потому что вы кочуете, чтобы прокормить скот, о чем я вам говорил. Кочевье это прежде всего политический дискурс. Как это можно не понимать? Одно и то же постоянно приходится объяснять, дорогие друзья. Вот как ты говоришь про ключевую культуру, это мировоззренческая концепция. Все великие пророки единобожия были пастушеско-кочевнической традицией. Это ваша проекция в мир, а не кочевать со скотом. Вот в чем дело. Опять-таки, мы татары, значит, пришлось и так далее. Татары это сложносоставное образование, суперэтническое. Мои предки, например, около 700 лет назад пришли с Алтая на территорию Нижегородской области и получили там надел за службу. Вот как это назвать? Я татарин, например. У меня сложная родословная, аргынская. Потому что любой большой этнос имеет в себя несколько составных частей. И вот эта вот его многосоставная внутренняя динамика, это тоже кочевье. Ну,
поэтому приходится концептуально все объяснять. Так, собственно говоря, важную роль в укреплении партнерства, я продолжаю дальше, играет формат Волга-Янцзы, в рамках которого развивается сотрудничество с рядом китайских провинций. Увы и ах, но Татарстан залазит под Китай, его подкладывают под Китай. Китай ненавидит тюрков, ненавидит мусульман, потому что мы владели Китаем. Здесь я проводил как-то интересную аналогию, что Китай не в состоянии без внешнего обруча быть в монолите. Тюрки держали, маньчжуры держали, да. Собственно, сейчас ее держит пока что идеология модерна, немецкая идеология коммунизма, так называемого, да, ведь? Но сейчас, видите, нам предложили, значит, активно подлезать под Китай. Кстати говоря, я рассказывал здесь, что в свое время в Набережных Челнах хотели назвать проспект именем китайской корпорации Хаир. Ну, там все воспротивились, ну вы что, совсем обалдели, что ли? Что, как бы, о чем там думаете? Давайте еще проспекты там, я не знаю, китайских автомобилей начнем давать. Это что за арабская психология такая? Мало того, что как бы надавали каких-то совковых названий, сейчас еще китайские будем давать. Ну вот, правда, давайте тогда Пекин переименуем в Хан-Балык. Чисто тюркское название. Ставка хана. И туда перенесем ханство. Тогда да. А пока что то, что происходит, каким-то образом это приносит нам, жителям Татарстана, татарам, какой-то профит, какую-то пользу. Я пока не вижу. То есть здесь, в этой паре, мы имеем статус абсолютно подчиненного. Абсолютно подчиненного. Плюс ко всему, на фоне сближения Трампа и Путина, Китай сейчас будет действовать еще более жестко. Еще более жестко. То есть мы точно ему никакие не друзья. Вместо того, чтобы укреплять отношения там с тюркским, с исламским миром, но они этим занимаются, но опять-таки по указанию Путина и ради проведения или проводки интересов Московии. Поэтому Китай надо знать. Как бы хочешь, не хочешь, с ним соседствуем, и нужно иметь какие-то отношения, здесь никто не спорит. Ренато Булгаков. Руслан не понимает, что ордынцы, придя на Волгу после 10-летней войны и завоевав Волгу, Булгарию, культуру, язык, сделать булгарской, Руслан носитель булгарской культуры. Ну что за вы за люди, такие? Дорогие друзья, я дипломированный историк, я занимаюсь историей татарского народа долгое время. То, что вы описываете какой-то нарратив КГБшный. Я уже рассказывал, что вся булгарская теория пестовалась КГБ. Для чего? Чтобы разломить татар, чтобы они не имели отношения к Золотой Орде, к Великому Тюркскому Каганату, Чунскому союзу. Да, это действительно разные компоненты племенные, разные компоненты племенные, но они составляют суперэтнос. А когда нам предлагают, вот мы были булгары, но это тоже часть тюркских племен. Тюркских племен. Вы в Болгарию поедете, вы же не предъявляете им, вы болгары-то. У него уже состоялась своя, как бы, славянский язык, православие, идентичность уже. Какой-то отголосок самоназвания осталось. А вы все за это цепляетесь. Вот поэтому и разобщены вам говорят, вот ваш маленький уголок, там и живите, вы булгары. Булгарский язык остался у чувашей только.
У Чувашии остался. Теперь, если вы хотите действительно быть маленькими и забитыми, вы принимаете эту концепцию. Только и всего. Только и всего. Кто владеет историческим дискурсом, тот имеет право и может планировать будущее. Обратно-назад в булгаризм, вы знаете, к чему приведет? К дезинтеграции и к полному забвению нас, татар. Называли, ну что теперь? Русские что себя называют Владимирскими или Тверскими? Большой там арабский мир, например. А племенные союзы, вы вытаскиваете племенной союз какой-то, племя, и пытаетесь этим сейчас нам как бы козырять. Как надо вообще не разбираться в ситуации? Булгары — это состоявшееся государство, а татары — полетоним. Да не было никакого государства. Государство — это понятие нового времени. А Великий Тюркский каганат, что был, по-вашему? Что он был? А Золотая Орда — это что было? Булгары — одно из племен в этом объединении политическом. Понятие государства — это понятие нового времени, если уж на то пошло. И где эти булгары сейчас? Где они? Сувары есть, Беренджеры есть, другие, может, есть. Где они растворились? Что вы предлагаете теперь? Из ничто сделать все? Или, как говорил Хайдеггер, ничто, которое ничтожит, давайте его вытащим. С чем вы тогда будете? С чем вы будете? Отправитесь к Киркорову в Софию? Я вам приведу простой пример, что в 2010 году, да, в 2010 году те, кто при помощи Москвы, в 2002 это еще началось, при помощи Москвы пытались выделить некий булгарский этнос на московские деньги, добились того, что какие-то несколько сотен человек записались булгарами. И знаете, что и сделали? Их объединили с болгарами на радость Филиппа Бедросовича Киркорова и его недавно почившего отца Бедроса Киркорова. Вот и все. Ладно, не будем об этом. Дальше. Вторая новость. Учащиеся и учителя школы Лаического района Татарстана завершили плетение маскировочной сети площадью 200 квадратных метров. Сегодня мы закончили очередную партию. Каждый метр сети – это наш вклад в помощь тем, кто защищает страну, отметил директор школы Надежда Гейлязиддинова. Ранее ученики уже передавали готовые маскировочные комплекты военным. Плюс гуманитарки уже направлено почти 4,5 тонны. К слову, молодежи парламент при Госсовете Татарстана также передал более 3 тонн гуманитарной помощи социальным учреждениям Луганской Народной Республики. Ну, понятно. Все для фронта, все для победы. Но когда к этому подключают детей, вместо того, чтобы они учились, они вот занимаются какой-то абсолютной ерундой. Это вот тоже сделано для того, чтобы всех вмазать и втяпать в эту преступную войну. Ну и всякие вот эти молодежные парламенты, общественные советы, общественные, как они там называются-то, общественные палаты, созданные в свое время Сурковым для того, чтобы имитировать некую общественную деятельность, понятно, и гроша ломаного не стоит. Просто гроша ломаного не стоит, поэтому все эти симулякры мы обязательно распустим, от них никакого толка нет. Да? Так, дальше, третья новость. Американская корпорация Microsoft закрыла свои филиалы в 13 городах, включая Казань. Ну, здесь все достаточно понятно. Мамы и жены бойцов именного батальона «Батыр» собирают деньги на рации, ретрансляторы и дроны.
Ну вот Батыр, уже третий татарстанский батальон, Алга, Тимир, до него были о создании, объявили в день рождения Тукая 26 апреля 24 года. Специально, видите, сюда еще и наше все Абдуллу Тукая приплюсовали. Ну вот, оно понятно, то есть им-то все денег мало. Имея сейчас самый большой бюджет военный, они еще постоянно оббирают людей простых. То школьников заставляют какие-то там сетки лепить, то пенсионеров заставляют собирать, то еще там, значит, заставляют там рабочих скидываться бесконечно, да? То есть им все не хватает. Жрут, жрут и жрут бесконечно эту войну. И эта война, она доведет всех в конечном итоге до белого коленя. Вот это интересно. Значит, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проект закона, который ранее разработал, вернее, Госсовет РТ. Согласно инициативе республиканских депутатов, граждан, которые уехали из России, следует привлекать к административной ответственности за правонарушения, направленные против интересов страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Татарстана Айрат Фарах. А что такое против интересов страны? Да? То есть, если даже человек очень осторожно попытался выяснить у своего ЖЭКа, почему тариф там, на воду, на отопление у него растут. Ему скажут: ах ты сволочь, ты пытаешься опорочить честное, светлое имя Российской Федерации, российского государства, ты действуешь против интересов страны. Кто определяет этот интерес? Определяют вот эти вот сволочи, эти чиновники, эти депутаты, которые сами миллионеры, миллиардеры, у которых, как известно, имущество там по всему миру и в Америках, и в Европах. Просто война им помешала. Так-то они живут абсолютно припеваючи, а простые люди, честные, они объявляются врагами народа. Сейчас вот с этим инагентским статусом там просто вообще клоунада какая-то, вы знаете. Я сколько уже инагент там? 2 года, по-моему, да, будет вот как раз в апреле, что ли, меня объявили, в марте или в апреле. И всякий раз, значит, какие-то новые, там, каждый месяц какие-то ограничения, каждый месяц какие-то штрафы, каждый месяц, значит, то этими нельзя работать, то, значит, этими нельзя работать. Сейчас вообще в конечном итоге им, ну, в смысле, и нам тоже, хотя я это не использую, там, запретили какими-то платформами сбора денег, там, Бусти, Шмусти, все это забрали. Почему такое происходит? Понятно, потому что эта система в себе не уверена. Всякая власть, которая закручивает гайки, она в себе не уверена. И путинская система также боится. Она только внешне представляет из себя такого имперского монстра. Но если подует не самый сильный ветер, то это здание легко разрушится. И такое, как я уже много раз говорил, и не устаю повторять, за век случилось 2 раза. В 17 году и в 91-м. Не выдержала, не выдержала. Сейчас же по отношению к там 17-91 годам нынешний Кремль куда как более слабее. Более слабее. Она ведет войну. Да, в 17 году Россия вляпалась в то, что потом было названо мировой войной, когда ее назвали Great War, Великая война. Не выдержала, сломалась. 91-й холодную войну проиграла. Афганистан, хотя в 89 году вывели войска, как раз на 15 февраля, день рождения Мусы Джалиля, но все равно эхо осталось, и этот резонанс разрушил эту страну. Сейчас Россия ведет войну против Украины, а гибридные войны она ведет против стран бывшего Советского Союза. Да, вот сейчас пока Трамп там прикрывает Путина, сегодня опять там Уитков прибыл на переговоры с Путиным. Вообще Уитков — это спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку.
Но занимается он Россией и Украиной. Но Трамп уйдет, и вся эта система обрушится, прикрывать некому будет. Все боятся, как же, вот, если упадет, это страшно, там ядерное оружие кому-то достанется, все остальное. Но это нарративы, это пугалки, которые исходят из Москвы. Не более того. Мы возьмем власть, что, какая сложность, я имею в виду представители народов. Это их территории. Это у них отнята история настоящая, но они не отнимут у нас будущее. Дальше. Госдолг РТ. В 2024 году Татарстан выплатил 16 миллиардов рублей в качестве основного долга и уплатил проценты за использование федеральных бюджетных кредитов. Напомним, ранее Минфин РТ сообщал, что государственный долг республики на 1 апреля этого года составил 99,2 миллиарда рублей. То есть 100 миллиардов рублей госдолг Татарстана. Вот, да? Вы представляете, 100 миллиардов. На что тратить? На войну, конечно. На какие-то абсолютно никчемные фестивали, форумы и так далее. Это же за счет Татарстана Москва дает, но она дает как бы в долг, это кредитная линия. А дальше эти деньги перекладываются на плечи граждан. А теперь попробуйте спросить о том, что необходимо, например, школу татарскую построить или еще что-то. Или учебники какие-то. Сразу завопят, денег нет, вы что, тут же понимаете, война, нужды. Или эти пенсионеры, я уж там про социальный блок вообще молчу. На это денег никогда не было. А на войну есть. А на московские хотелки есть. А то, что Москва аккумулировала до 90% всех финансовых ресурсов в Москве крутятся. В прямом смысле, потому что знаете, как бюджет формируется? Сначала все деньги уходят в Москву, а потом Москва распределяет уже с барского плеча. Татарстану кусочек, этим, там, Рязани, этим, пожалуйста. Ну, а они же от нас отрезают. То есть Москва ничего не производит, но она кормится за счет нас с вами. И в этом плане главный лозунг, который должен быть, это «хватит кормить Москву». Хватит кормить Москву. Вот сейчас в условиях диктатуры, когда говорить о политике нельзя, я это прекрасно понимаю. Да. За это сажает просто за слово. Но можно аккуратно, акрен, как говорится, астартангана, как говорят у татар, да, как из-под тишка так, поднимать вопрос бюджетного федерализма, межбюджетного федерализма, экономического федерализма, аккуратненько вбрасывает там экспертную линию. Почему Москва забирает больше? С чем это связано? То есть экономический вопрос, он может подточить. Нужно действовать очень хитро, по всем фронтам бить. Что, ребят, плохо мы живем, почему? Потому что Москва забирает. Да, сейчас про войну говорить нельзя. Москва забирает. Вот если бы мы реально оставляли эти средства себе, то мы бы жили, ну не как в Эмиратах, конечно, но были подсчеты, я об этом рассказывал, как в Кувейте, ну, может, как в Катаре. А на душу населения это одни из самых богатых регионов. Но у них там, кроме пустыни, ничего нет. А у нас есть все. Водные ресурсы есть, земельные ресурсы есть, мы можем выращивать, обеспечивать себя. Татарстан второе место занимает по вот добыче урожая, пшеницы, да, хорошее земледелие. Чернозем существует, традиция неплохая. Опять-таки, я уж не говорю про нефть, там полезные ископаемые. Промышленные предприятия, коммуникация хорошая, местоположение, все есть. Все есть, это вкупе дало бы мощный эффект. Хорошо бы жили. Но вы представьте, ну, позицию Москвы или ощущение Москвы, если она
узрит, что Татарстан может жить хорошо. Потому что, я вам скажу, как только жизненный уровень начинает подниматься, начинают ставиться вопросы политического характера. Есть одно очень неправильное понимание неких общественных и исторических процедур, процессов. Считается, что революцию делают обездоленные, но это не так. На обездоленную почву просто ложится. А революцией занимаются люди, у которых есть достаток. Ну, условно говоря, которые могут позволить себе заниматься политической, революционной, рискованной деятельностью. Простой батрак, он же не может, ну вот крестьянин, у него сидит там, на его шее семья большая. Он может вас где-то поддерживать, да, сердцем там, да, вот молодцы ребята, правду говорят, что-то делают, но он не пойдет в революцию сразу, потому что у него есть вот социальные долги, у него есть обязательства, он не может все бросить. Поэтому в революцию идут люди, которые лишены этих обязательств. Там разночинцы шли, там бывшие дворяне, там, адвокаты, ну, как бы такие люди радикального склада, да, которые могут себе это позволить, идут на это. Поэтому как только бы, я вас уверяю, жизненный уровень поднялся, образовался бы класс людей, ну там средний класс, говорит, middle, у Тасынов, как бы я немножко имею другое представление на этот счет, ну, поднялся бы буржуазный класс, пускай будем так, собственники, которые бы, как это было у татар в конце 18 и весь 19 век, когда зародившаяся татарская буржуазия стала что делать? Она стала спонсировать татарских интеллектуалов, строить мечети. Вот все исторические мечети, которые мы знаем, и медресе, это же построены этими меценатами. Они называются хайриящиляр, да? Меценаты, жертвователи. Их огромное количество. Там весь этот старо-татарская слобода в Казани, вот они ими выстроены, купцами, промышленниками. Дальше газеты, журналы. Еще раз говорю, государство, так называемое, ни копейки не давало татарам, ни копейки. Но при этом расцвет татарской мысли пришелся на этот период. Потому что вот татары, которые в 16-17 веках были в очень сложных ситуациях, потом пересобрались. И, как говорил, мне рассказывал Дамир Абы Исхаков, наш прославленный аксакал, историк, вот 3 поколения ушло на то, чтобы татары, которые начали формировать капитал, 4-м поколением стали вкладывать, большие деньги стали вкладывать. Просто безраздельно. И все вот Тукайлар, там Амирханнар, это все те, кто смог за счет помощи этих меценатов свой гений, свой порыв реализовать. Без них бы это было невозможно, потому что тогда ситуация еще была сложнее. Нужно было отправиться там, Тукай, там, то в Уральск отправлялся учиться, то еще куда-то. И же ему помогали, давали деньги. Издать книги, там, пристроить, там, видели, там есть хороший интеллектуал, писатель, еще кто-нибудь, там, имам какой-нибудь, да. Пожалуйста, находили ему работу, там, открывали газету, журнал, строили мечеть ему, там, давали жалования. То есть создавали то, что я называю сети доверия. Шаныш шельтарляры, сети доверия. Вот эти сети доверия горизонтальные, которые и обеспечили татарам не просто выживаемость, а рост, экспонентный рост татарской культуры, татарской духовной мысли, материального наследия, инфраструктуры всей. И все, что мы сейчас знаем, чем гордимся, это вот фактор вот тех обстоятельств, которые я говорил. Посему, если
мы бы смогли хотя бы вот на немного сделать жизнь людей лучше и в социальном смысле, тогда было бы совсем другое. Потому что вот такие крупные богачи, я уже рассказывал, вы знаете, в позапрошлой нашей передаче о том, что татары имеют, жители Татарстана даже, не просто татары, не только татары, 4 миллиардера долларовых. Радик, Айрат Шаймиев, Сультеев, Шахабуддинов. Вот они свое состояние за прошедший год увеличили. В среднем там на 700-900 миллионов долларов. Совокупный их капитал порядка 8,6 миллиардов долларов. То, что как бы известно. Есть и другие бизнесмены. Понятно, татары там не самый богатый народ, да. Не сравнится, наверное, с евреями, с еврейским капиталом, с армянским капиталом не сравнится. Но все равно люди-то есть, а вскоре, когда мы обретем и завоюем самостоятельность, все эти недра надо будет возвращать и благосостояние людей-то повышать. То есть капитализация может увеличиться. А сейчас мы пока наблюдаем, что этим людям не вдомек, что нужно вкладываться. Это не ваши деньги. Я к ним обращаюсь. Потому что эти деньги заработаны на нефти, на тех предприятиях, которые работают в Татарстане, которые были вами приватизированы. И вы их используете в своих личных благах, в своих личных целях. Хотя каждого человека, вот нашего, там есть пай. Он владелец какой-то крупицы этих богатств. И уже точно бы не ставил вопрос, вот денег нет, школу открыть, денег нет, телевидение открыть, денег нету, значит, какие-то книги издать, мечеть открыть. Не стоял бы этот вопрос. Как это так получается, что вот у нас денег вроде есть, богатейшая республика, одна из самых развитых, но при этом у нас долг 100 миллиардов. Да. При этом мы проводим какие-то мероприятия всемирного значения, но на элементарный денег нет. А тогда толк от этих ваших мероприятий, где происходит распил бабла. Вот, Татнефть получила чистую прибыль в 306 миллиардов рублей. А это на 6,3% больше, чем в 2023. Выручка от основной деятельности увеличилась на 27,8% и превысила 2 триллиона рублей. Маганов заявил. Вы ощущаете вот этот вот прирост? Прирост идет, Москва богатеет, мы хереем, как говорится. Так, в Таиф. Самое важное в первом квартале события в Таифе. Очередной раз запущенный трансфер власти от отца, основателя, к младшему сыну, на этот раз 42-летнему Тимуру Шейгабуддину, который в феврале был назначен гендиректором АО «Таиф». Вот интересно получается, да, что у нас прям по-настоящему, с вами вот такое вот ханство, ну, в их представлении, что надо наследовать от отца к сыну. И они этим занимаются. Но при этом никакого толка, никакой пользы от них нет. Никакой пользы. Что они дают татарскому народу все эти? Что они дают простым людям? Они говорят, там Египляр, если вот там нас не будет, тут вот придут кто-то другие, и тогда вот там. Так вы и так им служите, этим другим. Если вы так считаете, то тогда вы должны действовать. И мы не говорим открыто, вы должны действовать. Ну, хотя бы как-то содействовать татарской нации же должны. Какие-то фонды создавать и так далее. Возможностей же куча. Нет, нет.
На БО неделю писали, что Шаймиев, Сультеев, Шкабудинов объединили на несколько сот миллиардов в 24-м, а вы иное говорите. Я не знаю, что там БО у вас пишет. Скажу следующее, что есть эфир, который мы проводили, который называется «Кто грабит Татарстан». И там я приводил конкретные данные, которые опубликовало издание Forbes за 23 год, 23-24. И согласно им, как раз таки, они обогатились. А что касается БО, при всем моем уважении, я знаю, что им могли заплатить для того, чтобы они показали, что нет, вот у нас дела хуже идут, для того, чтобы там, я не знаю, не платить налоги, там, перед Москвой показать, что у нас не все так хорошо. Вот и все. А как вы думали, это происходит? Посмотрите то, что писал Forbes, о том, что и Радик Шаймиев, и Айрат Шаймиев поднялись в списке Forbes. Так что надо факт-читинг делать. Они же авуары отдали там часть Таифа, и при этом вышли в кэш неплохой. Так что, зная, какая там кухня в Татарстане в вопросе позиционирования и как за этим следят, я вам могу сказать, что все, что пишет татарстанские издания, находится вот под таким железным колпаком просто. Таким вот конусообразным. Это я вас уверяю. И за эти слова я могу ручаться. А вот то, что уже пишет как бы Forbes, все-таки издание с авторитетом и соответствующей репутацией, там другой вопрос. Абсолютно. Такие вот дела, дорогие друзья. Час незаметно пролетел. В общении с вами очень было приятно. Не все вопросы, к сожалению, я не смог ответить, но давайте сделаем так. Мы сделаем анонс следующего нашего эфира, или четверг, или пятница будет. И вы, пожалуйста, оставляйте ваши вопросы внизу под видео, да, под анонсом. И тогда мы сможем на них... Опять Дмитрий Яковлев пишет, ну, видимо, какой-то это, таифский. Таиф передали в 22 декабре, вышли в кэш, но вы же говорили о 24-м. Ну, а в чем проблема? 22 декабрь, 23 полный, и в 24-м это же не сразу выплачивают вам кэш. Вам же не сразу такую сумму дают. Миллиарды растягивают, естественно. Как вы хотите? Вы же не булку покупаете в магазине. Там, чтобы миллиарды найти, их или в кредит берут, или частями отдают. Это вполне естественно. Кто занимается крупным бизнесом, могут подтвердить этот мой тезис. Так что вы пытаетесь что, меня поймать на какой-то лжи, что ли, или что? Или вы пытаетесь выгородить этих людей вместе с бизнес онлайн? Так вот, продолжаем дальше. Значит, вы пишите вопросы, пожалуйста, а мы, соответственно, на них ответим. Я буду или один, или там с Булатом, или еще с каким-нибудь собеседником. Ну, обязательно вот так вот. Спасибо вам большое, Бекзор Ахмед, Кадрлы Дуслар, Узегезен Саклагас, Алла Верса, Жеңу Фатх, біздің яқта болашақ. Кешіксіз.